Урок 10. Множественное число. Ичуан хейрар всем. На этом уроке я расскажу вам, как образуется множественное число в лезгинском языке, чтобы вы не запутались в дальнейшем и поняли, как все устроено. В лезгинском языке 4 аффикса для образования множественного числа. 3 из них используются чаще всего с существительными, а одно с прилагательными. Это ар, яр, ер и бур. Ар используется в лезгинском чаще всего. Если в конце согласный звук, и если слово имеет гласный звук, состоящий из букв а, у, я, то аффиксом множественного числа выступает ар. Например, ахуар – сон, ахуарар – сны, кар – грязь, карар – грязи, тарс – урок, тарсар – уроки, руш – девушка, рушар – девушки, телефон – телефонар, яр – возлюбленная, ярар – возлюбленные. Стоит отметить, что слово яр имеет много значений. С аффиксом яр все очень просто. Во всех словах, где оканчивается на гласный звук, например, лезги – лезгияр, стха – брат, стхаяр – братья. Множественное число с аффиксом ер приобретает тогда, когда в слове гласный звук е, и, ю, и если в слове один гласный звук. Например, гил – рука, гилер – руки, кил – голова, килер – головы, ев – ночь, ефер – ночи, пел – лоб, пелер – лбы. 2 гласных звука. Берем знакомое нам слово для примера. Проблем – проблемар, а не проблемер, потому что, как и было сказано, в слове должен присутствовать один гласный звук, а тут их 2 – о и е. Кент – кентер, кенты. Слово из жаргона. Тут уже один гласный звук, поэтому множественное число ер. Особо сложного тут тоже нет. А теперь переходим к бур. Аффикс множественного числа бур используется с прилагательными. Ксан – хороший, ксамбур – хорошие. Иер – красивый, иербур – красивые. Верти – сладкий, вертибур – сладкие. Масан – ценный, масамбур – ценные. Однако в лезгинском языке есть парочка слов, которые не склоняются по этим правилам, но это именно в литературном варианте так. Например, кол – дом, колер – дома. В диалектах колар, что даже логично. Вон – звук, ванер – звуки. В диалектах ванар. Кан – дно, канер – донья. В диалектах канар. Еще вариант кенер. Кстати, я лично так говорю, и тут прослеживается логика. Но я могу говорить и канар, и кенер. Кон – камень, конер – камни. В диалектах конар. Кац – кошка, кацер – кошки. В диалектах кацар – качар. Здесь я не собираюсь рассказывать про диалекты, просто для сравнения и логики решил сравнить варианты склонения слова в множественном числе. И еще бы я хотел рассказать вам про фонетические закономерности в области согласных в лезгинском языке. Тоже необходимо знать, чтобы потом не возникали вопросы. Эта тема связана также со склонением слов во множественном числе. В склонной лексике лезгинского языка при словоизменении наблюдается чередование согласных, на основе которых можно предполагать следующие фонетические изменения, происходившие в истории языка. Первое – это оглушение звонких смычных. Второе – преруптивизация. Третье – дезапруптивизация. Четвертое – это абруптивизация. Пятое – это африкатизация и лабиализация. Кстати, лабиализацию мы уже разобрали на самом первом уроке. Оглушение в лезгинском литературном языке предполагается в тех случаях, когда конечным звонким смычным б, г, д и аспирантом з, г, ж при словоизменении соответствуют аналогичные по месту образования глухие преруптивы п, к, т, ч, х. Положение перед ударным гласным. Б переходит в п. Яб, ухо, япу, эргатив, епар, ухи. Д переходит в т. Гад, лето, гату, эргатив, гатар, леты. Г переходит в к. Муг, гнездо, мука, эргатив, мукар, гнезда. Г переходит в к. Раг, солнце, ракини, эргатив, ракар,
солнце. Ж в ч. Раж, зерно, рачуни, эргатив, рачар, зерна. З переходит в ц. Мез, язык, меци, эргатив, мецер, языки. Однако следует отметить, что не все слова подчиняются такому правилу. Отсутствие проявления закона оглушения конечных в ударном слоге объясняется разными обстоятельствами исторического характера. В действительности все указано в словарях лезгинского языка. Например, вы ищете слово «раг», «солнце», и в словаре вам выйдет его вид в эргативном, в местном первом падежах и множественное число данного слова. Второе – это преруптивизация непреруптивных. Конечные дыхательные «к», «т», «п», «ц», «ч», «х» в ряде односложных слов при словоизменении в интервокальной позиции переходят соответствующие глухие преруптивы «к», «т», «п», «ч», «к», что сопровождается редукцией предударного гласного. «К» переходит в «к». «Кек» – ноготь, «ккер» – ногти. «Т» переходит в «т». «Курт» – свалка, «куртар» – свалки. «Ч» переходит в «ч». «Хач» – трава, «хчар» – травы. И таким образом со многими словами при словоизменении. Слишком много не хочу объяснить сразу, тем более все это указано в словарях, никакой сложности при склонении у вас не возникнет. Это я объяснил и показал, чтобы вы поняли, откуда там резко появляются другие буквы и почему слово меняется по-другому. На этом хотел бы закончить этот урок. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться, дабы не пропускать новые ролики. Нажмите на колокольчик, чтобы сразу увидеть новые видео, и ставьте лайки. Увидимся на следующем уроке. Саграй!